Якутск приветствует всех зрителей Матч ТВ. Завершился 5-й соревновательный день игр «Дети Азии». Королева спорта легкая атлетика стартовала на главной спортивной арене столицы Якутии – стадионе Туймада. Еще в воскресенье прошли первые поединки по самбо, а завершилась пулевая стрельба. Впервые в истории пулевой стрельбы на играх «Дети Азии» была опробирована система передачи данных через Wi-Fi от мишени к судейской бригаде. Такие же считывающие устройства будут использованы на Олимпиаде в Бразилии. В финале основную конкурентную борьбу вели сибирячка Яна Енина и Ирина Локтионова из Казахстана. Решающим стал предпоследний выстрел. В итоге, опередив Локтионову на 1,2 балла, чемпионкой игр становится Яна Енина из Улан-Удэ. Вообще, в финал стрелять очень тяжело. Волнение, руки трясутся, я не могу. К бронзовой награде были близки Фатима Аль-Кааби из Ирана, Тюрин Диван из Бангладеш и Айгерим Кенешбекова из Кыргызстана. Но в последующих сериях заметно улучшала результаты якутянка Нургустана Барокина, которая с 7-й строчки поднялась на 3-е место. После 60 зачетных выстрелов с 10 метров из пистолета среди юношей турнирную таблицу возглавил Эльдар Иманкулов из Казахстана и хозяева игр Арсен Гурьев и Юрий Константинов. Неплохую подготовку показал спортсмен из Сингапура Кай Джи Джонг. В финальной части стрелки один за другим покидали огневой рубеж. Казах Иманкулов с самого начала принял лидирующую позицию и не оставил шансов соперникам. На 3-ю ступень пьедестала поднялся Дината Рико Вержейн из Индонезии. Чувства волнения у меня не было, но таких сильных на первых выстрелах, наверное, только было немного. А так, в общем, хорошо поработали. Самбо на играх «Дети Азии» представлен широкой географией и большим количеством борцов. Перед встречей на ковре все самбисты проходят обязательную техническую аттестацию. Мы проверяем их на соответствие выполнения правил соревнований, чтобы соответствовало и цвету форма, и чтобы не было никаких твердых предметов. Допуск к старту не получил сирийский спортсмен Мохаммед Умран, заявленный в категории 42 килограмма. Оказалось, что у спортсмена полностью отсутствует экипировка. Два наших спортсмена приехали без формы. Мы думали, что организаторы выдадут. В результате сирийцу засчитали техническое поражение. Его соперник из Казахстана Мадинет Кулманов автоматом вышел в полуфинал. Сразу на 3 матах свой характер и подготовку показывали юноши и девушки. В финальных поединках определились призовые расстановки. 2 золота в категории 52 и 60 килограммов ушло монгольским самбисткам Энх Атгонд Ласол и Сарул Атканбаяр. В 38 килограммах первое место завоевала сибирячка Регина Миллер. У юношей чемпионами в своих категориях объявлены Амдурасул Маматкулов, Игорь Радщупкин с Дальнего Востока и Александр Иванов, представляющий Сибирский федеральный округ. Команда Сибирского округа в очередной раз одержала победу, выиграв 3 сета подряд. Дальневосточные девчонки не имели даже шанса вырвать хотя бы один из них. Но и таким результатом тренер сибирячек не был доволен. Траектория идет на занижение под трос, а ты уходишь с него. Ты его снять должна сверху. Такая атмосфера царила во время тайм-аутов на скамье лидера соревнований. К слову, тренер сборной Сибирского округа уже запомнился любителям волейбола своей эмоциональностью. Во время матча Ирина Золотухина всегда была в наушниках. Что же слушает тренер команды фаворита? Очень эмоциональный, азартный человек. И для того, чтобы полностью не уйти и начать играть самой здесь, это каким-то образом меня эмоционально успокаивает, сдерживает. Музыка совершенно разная. Следующими к волейбольной сетке вышли команды Уральского округа и Китая. С самого начала завязалась жесткая борьба за преимущество. Первые 2 сета с небольшим отрывом по очкам выиграли девушки с Урала. В 3-м китаянки не то устали, не то опустили руки, и счет снова был не в их пользу. Последняя встреча дня между сборными Якутии и Монголии завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Первый же день соревнований по легкой атлетике на главном стадионе Якутии спортсменов приветствовал мелкий дождь, но трибуны не пустовали. Соревнования проходили в беговых дисциплинах и прыжках в высоту. Самое притягательное зрелище – бег на 100 метров, где быстрее всех стала Елена Пехтерева. Азербайджан ликует. Я, рада, что я выиграла. Надеюсь, что в дальнейшем я буду еще раз участвовать на таких масштабных соревнованиях и улучшить свой результат. Лучшим среди парней стал Шелике Сантос из Шри-Ланки, пробежав 100-метровку за рекордные 11:20. А вот титул покорительницы высот сегодня завоевала 14-летняя казашка Елизавета Матвеева. Ее лучшая попытка – 1,65 м. Хотя вначале она призналась, что была поставлена задача на 3 сантиметра выше. О, малыш, иди веселее,
скорости не хватает. Пиздишь, как баночка. Туда уйди. Среди парней выше всех прыгнул Вячеслав Толстобров из Сибирского федерального округа. После его попытки устояла планка на отметке 1,93 м. На награждение спортсменов провожала уже солнечная погода. Огонь игр явно благоволил легкоатлетам. Огонь в Якутии не только обжигает, он еще несет жизнь и тепло. А вот символом огня является этот цветок. Большинство россиян знает его как лилию, якутяне говорят сардана. Известно, что во многих регионах страны его именем называют женщин. Например, если вашу соседку или подругу зовут Лилия, то нашу сардану. Но сардану еще и едят, причем не сам цветок, а клубень, который на вкус попробует моя коллега Ларина. Вначале немножко непонятно, как будто бы безвкусно, а в конце появляется такой ореховый привкус. Довольно-таки интересно. Я думаю, что ореховую пасту, ореховый соус из этих луковичек можно приготовить смело. Ну что, поели? Теперь снова на спортивную арену. Первый же боксерский четвертьфинал в весе до 75 килограммов оправдал ожидания болельщиков. Уралец Магомед Мирзоев не оставил шансов якутянину Михаилу Плотникову. Точные попадания и постоянный прессинг привели к закономерному результату. Я вообще рассчитывал на победу, когда сюда ехал. Готовился, трудился. Думаю, весь этот труд покажется на этом ринге. Не менее зрелищным выдался поединок казаха Сатындыка Тагайбая и сибиряка Никиты Барташа. Тагайбай активными действиями уже в первом раунде вынудил рефери открыть счет. Боксер из Казахстана победил единогласным судейским решением. Много раз пропустил тоже. Я рад, что вышел в полуфинал, но задача стать первым. Откровенной рубкой стал третий четвертьфинал. Харутюн Газарян из Армении и Никита Червон из команды Дальнего Востока наносили удары без остановки. После активных 3 раундов победа досталась россиянину. Противник сильно бьет. И, против его же оружием. Односторонним выдался поединок киргиза Урмата Бектурсунова и корейца Кюнгсиока Хьюна. Бектурсунов хорошо использовал длину рук, работал на дистанции и довел бой до победы. Во второй день соревнований по дзюдо определяли победителей среди юношей и девушек средней весовой категории. На татами вышли представители прославленных школ Монголии, Казахстана и России. Стоит отметить схватку в категории 73 килограмма между спортсменами из соседних регионов России, Сибири и Урала. На ковре более искусную технику показал сибиряк Степан Гаптарь. Серебро досталось уральцу Кириллу Рожко. У девушек в весе до 63 килограммов Сайра Мирзахметова из Казахстана через минуту после начала схватки одержала япон. Чистую победу над сибирячкой Ириной Терещенко. Это пока самое быстрое золото по итогам 2 дней. Настоящим подарком для болельщиков стал бой между Туном Алтайдом Тинсурен из Монголии и Юлией Крутихиной с Урала в весовой категории до 57 килограммов. В ходе непростой борьбы Юлии удалось вырвать победу у соперницы. Многочасовые напряженные схватки дали о себе знать на 5-й день соревнований. Силы начинают покидать самых стойких. Тренеры не выдерживают напряжения. А участники то и дело принимают допинг в виде кофе и шоколада. Пожалуй, самая стремительная партия прошла между представителями Бангладеша Рахман Мохаммад и Мохаммед Нур-Ривам из Мальдив. Сегодня я отыграл нормально, выиграл матч. Все хорошо, мне понравился этот турнир. Среди девушек стремительно меняются лидеры. Напомним, что из-за нелепой ошибки туркменка Анна Газель Миканова осталась далеко позади. Да и Екатерина Ковалева из Уральского федерального округа, возглавлявшая позавчерашний рейтинг, сейчас идет 10-й. Лидерство теперь делят Вацайхан Гонсвуд из Монголии и Никхаян Амирханаян из Армении. Дебютанты игр команды Филиппин сейчас находятся в середине турнирного списка. Но тренер уверен, шахматисты станут достойными соперниками лидеров. Еще не вечер, мы сыграли нормально. 2 наших игроков все еще играют. Что будет дальше, посмотрим. Второй тур баталии по стоклеточным и русским шашкам обернулся большой неожиданностью для главных фаворитов турнира – спортсменов Якутии и Башкортостана. Максимальное количество баллов по результатам встреч второго соревновательного дня набрали шашисты из Казахстана. В стоклеточных шашках Избола Ренгаяпи, в русских Айгерим Сагатова.
В следующем этапе казахский шашист встретится за одним столом с представителем сборной Башкортостана Марселем Шарафуддиновым, который, к слову, также набрал высший балл и обогнал на 1 очко монгола Пуревбаата Арбатбаяр. Последний, кстати, несмотря на юный возраст, а мальчику всего 10 лет, уже обладатель титула чемпиона Монголии. Не ударили в грязь лицом и российские шашистки. Одинаковое количество высших баллов за сегодняшнюю игру набрали Марина Лизнева с Урала, Кристина Осипова из Башкортостана и сибирячка Елена Копытова. А якутянка Ксения Нахова завершила тур со вторым результатом. В международных шашках среди девочек в лидерах жительница Урала Вера Минина, а также представительница сборной Якутии Алена Большакова и Тунара Федорова. Разрешилась интрига игр в женском баскетболе. Первыми на паркет вышли сборные Монголии и Дальнего Востока. Всю игру уверенно вели девушки ДВФО. Команде соперниц явно не хватало защиты, поэтому россиянки беспрепятственно играли на половине монголок. Удачные броски сборной Монголии начались лишь к 4-й четверти, но в ответ россиянки закидывали по 2, а то и по 3 мяча подряд. Игра закончилась со счетом 69-48 в пользу сборной ДВФО, который по очкам становится серебряным призером 6-х игр «Дети Азии». Команда Монголии занимает 5-ю строчку в итоговом протоколе. Первую – команда Якутии. Ей отдадут титул чемпиона. Бронза уходит сибирячкам. Несмотря на то, что детские игры заявлены как спортивный форум Азии, среди стран-участниц представлена и европейская страна – Греция. Сборная называется «Древняя Олимпия», а ее участие обусловлено особым почтением Греции как родине Олимпиады. Они прилетели только накануне и еще не успели как следует адаптироваться к 7-часовой разнице между Балканским полуостровом и Якутией. Возможно, поэтому греческие бегуны не показали достойных результатов. А в понедельник пройдут соревнования игр «Дети Азии» по 12 видам спорта.